Так кто же все эти годы скрывался за фамилией Петр Захаров? Чьи портреты мы, сами того не зная, хотя бы раз видели в Третьяковской галерее, Эрмитаже или на страницах книг и экранных телевизоров? Знакомьтесь, Петр Захаров из «Чеченцев». Именно так талантливый художник подписывал свои изумительные картины. Были и другие подписи – Захаров чеченец или Захаров дадаюртовский. Но как получилось, что на родине о нем так мало знают, и откуда взялась такая несвойственная горцу фамилия – Захаров? Ну, давайте по порядку. Едва рассеялась пыль, поднятая десятками ног, и стихли свист пули, крики умирающих, солдаты, совершавшие обход, обнаружили трехлетнего мальчика возле тела матери. Точную дату его рождения установить так и не удалось. Ребенка отдали на воспитание казаку, по фамилии которого его впоследствии и станут называть – Захаров. Он получил хорошее образование и развил природный талант во многом благодаря человеку, усыновившему его и оказавшемуся по странному стечению обстоятельств братом того самого генерала. Впоследствии Петр Захаров напишет знаменитый портрет самого генерала Ермолова, за что получит золотую медаль Академии художеств и звание академика. И печально известный генерал будет так или иначе и дальше присутствовать в жизни молчаливого свидетеля своего сомнительного подвига, выступая то шафером на его свадьбе, то моделью для портрета. Чеченец Петр Захаров был талантливейшим художником своего времени. Академик Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, первый и единственный в XIX веке профессиональный живописец-портретист чеченского происхождения и единственный выживший после печально известного штурма селения Дада-Юрт, уничтоженного по приказу генерала Ермолова 14 сентября 1819 года. О самом художнике известно очень мало. Жил скромно, много работал и тяжело болел, но это не помешало ему окончить академию и удостоиться золотых и серебряных медалей. А его биография, так тесно связанная с выдающимися людьми и событиями того времени, остается малоизвестной до сих пор. Он дружил с Лермонтовым, и есть предположение, что именно его непростая судьба вдохновила поэта на создание поэмы «Мцырий», и известный художник Карл Брюлов называл его своим преемником в области портретной живописи. Но почему в его биографии так много пробелов и много неточностей, которые вызывают споры до сих пор? Однозначно на этот вопрос вам не ответит никто, но мое личное мнение сводится к тому, что причиной таких пробелов послужила совокупность различных факторов. Ну и напоследок ложка дегтя. Куда же без нее? Петр Захаров все-таки найдет в жизни свое счастье, но его супруга умрет всего через полгода после их свадьбы от чехотки, а через год не станет и самого художника. И да, Петр Захаров никогда не был на своей исторической родине, хотя, кто знает.